Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Настраиваемся на плодотворные, добрые, позитивные новости на этот предстоящий день. А чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаю я, Полина Долинская, и всем желаю вам бодрого и доброго утра. И вот о чем мы сегодня с вами поговорим в нашем эфире. Проверка на прочность. Якутские ученые разработали переносной газовый обогреватель на биогазе. Кому поможет новое оборудование и для чего оно предназначено? В Якутске начал свою работу Северный форум. Поговорим с нашим гостем о новых исследованиях, проводимых в физико-техническом институте имени Йоффе. Шах и мат. В Якутии пройдет третий республиканский шахматный конгресс в честь 85-летия первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Четырехлапый талисман. В Музее транспорта Москвы появился необычный работник. И как собака стала талисманом Музея транспорта, узнаем в конце нашей передачи. Ну а вначале, как всегда, поговорим о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 40-45 градусов мороза, в заречной группе 39-47 со знаком минус. В южных в это утро в Нерюнгри минус 34, минус 35 в Алдане, в Вилюйской группе от 35 до 37, в Нижнеленских 42-44, в западных 25-37 градусов ниже 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 20, минус 39, в Янских минус 41, минус 46, 32-34 на северо-западе со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 34 градуса мороза. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Северный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают день преимущественно без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду, и днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 32-34 градуса ниже 0. Русский алфавит состоит из 33 букв, однако из них совершенно незаслуженная буква и более-менее часто выходит из потребления. Ее история началась еще в 1783 году. Известной буквой «Ё» стала благодаря Карамзину. В 1797 году Николай Михайлович решил заменить при подготовке в печать одного из своих стихотворений 2 буквы в слове «слезы» на одну букву «Ё» с 2 точками. Так с легкой руки Карамзина вошла буква «Ё» в состав русского алфавита. О других значимых событиях сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 29 ноября. Сегодня отмечают День любителя острых ощущений, День мостов, День буквы «Ё», День шоколадки, День пирога с лимонным кремом, День электронных поздравительных открыток. По народному календарю этот праздник посвящен памяти апостола-евангелиста Левия Матвея. В этот день люди ходили друг к другу в гости, на стол ставили постные блюда и проводили время за беседами. Если в доме появлялся нежелательный посетитель, то после него вытирали зеркала, вымывали дверь и пол. А если долго ждали желанного гостя, то в ручку веника втыкали булавки и ставили его у входа. По народным приметам, если в этот день дул ветер, то зима обещала быть с метелью и вьюгами. События в этот день. В русскую азбуку введена буква «Ё». Началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии. В этот день был основан футбольный клуб «Барселона». День создания Всероссийского общества охраны природы. Была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета. Премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» открылась новая сцена Большого театра. В этот день родились Доменико Доницетти, итальянский оперный композитор, Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука», Жан-Мартен Шарко, французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант «Шарко», Гертруда Джекил, британский дизайнер, писательница и художник. Джон Флеминг, английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы. Гавриил Троепольский, советский писатель, автор повести «Белый бим, черное ухо».
Юрий Войнов – советский футболист, полузащитник, советский и украинский тренер. Евгений Миронов – советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Теодор, Сергей, Николай, Михаил, Матвей, Макар, Иван, Дмитрий, Виктор, Василий. С 4 по 14 декабря в Якутии пройдет Третий республиканский шахматный конгресс в честь 85-летия первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Программа Большого конгресса достаточно насыщенная, в рамках которой пройдут гроссмейстерская сессия, 17-я шахматная олимпиада, международный онлайн-турнир и многие другие интересные события. Об этом подробнее нам расскажет ректор Малой академии наук Василий Климович Павлов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала расскажите, как зародилась идея проведения подобного конгресса? Да, как и многие интересные вещи, идея зародилась в голове нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, который является таким приверженцем раннего обучения детей, особенно развития их когнитивных способностей, и для этого используются разные методы. И вот он подумал, что одним из таких самых важных методов развития детей является шахматы, если их обучать в раннем возрасте. Именно шахматы? Именно шахматы, да. И вот этот конгресс у нас первый состоялся в 2006 году, потом второй через 6 лет, и сейчас через 10 лет, в 2022 году мы проводим уже третий конгресс. А вот каковы были конкретные результаты предыдущих двух конгрессов? Идея тогда возникла очень хорошая, сразу после первого конгресса, сделать так называемый шахматный всеобуч. То есть сделать шахматы доступными для всех детей нашей республики. Ну и постепенно эта работа проводилась, и сейчас она активно тоже идет, но мы уже фокусируемся на начальных классах и дошкольном образовании. Как вы уже отметили, шахматы, они развивают те самые необходимые когнитивные способности у детей. И чем раньше ребенок начнет заниматься, тем будет гораздо лучше. Вот в какой момент уже можно ребенка привлекать к этой интересной и непростой игре? Да, уже несколько лет мы проводим такую программу, где дети детских садов у нас обучается по специальной программе образовательной Игоря Сухина. Это «Шахматы детям». Очень интересная программа, действительно дает хорошие результаты. И, как показывают большие научные исследования, проведенные в разных странах, действительно эффект огромный, если это, значит, шахматы являются таким инструментом развития, особенно математического мышления для детей начальных классов. То есть уже в начальных классах можно ребенку уже потихоньку показывать. Да, ну и в дошкольном возрасте это означает в детском саду. Что ожидает участников в этом году от конгресса? Да, в этом году у нас очень такая сильная будет группа поддержки. Это гроссмейстеры очень высокого уровня. Антон Шамоев, известный молодой гроссмейстер наш российский. Он из Бурятии родом, из Улан-Удэ. Он приедет к нам и будет проводить гроссмейстерскую сессию. И очень знаменитый молодой человек по имени Данил Павлов, который приедет из Москвы. Ему 20 лет, он является чемпионом мира многократно по так называемой шахматной композиции. Но в этом году мы хотим, чтобы шахматная композиция стала таким проводной основной нитью нашего конгресса. Это фактически является олимпиадной темой. Мы хотим сделать из шахматной композиции такую олимпиаду для школьников. И сколько уже есть примерных заявок на участие? Значит, это 300 у нас участников будет, не только молодые ребята, которые будут участвовать в нашей 17-й Олимпиаде шахматы, которую мы проводим каждый год, но и тренера, преподаватели, педагоги. Мы будем проводить мастер-классы, наши шахматные вот эти гении. И также будут школа, как я сказал, гроссмейстерская, которую мы хотим уже в результате этого конгресса сделать такой ежегодной, чтобы она проходила у нас на Дальнем Востоке для всей пользы для всех вот детишек нашего региона большого. Я думаю, что это будет очень интересно, и результаты будут, как говорится, очень быстро покажут себя. И я надеюсь, что это будет очень полезно для всеобщего развития наших детей. А что касается популяризации, каким образом вы привлекаете детей вот к этой игре и
ну, третий раз только проходит сам конгресс. Да. Большой перерыв между ними. Ну, как всегда, шахматы — это не быстрая игра, да, как вы знаете. Значит, требует действительно очень высокого уровня, значит, подготовки внутренней, да, так сказать, и дисциплины. Дети к этому виду спорта могут, это даже не спорт, скажем так, да, так сказать, а очень интересный способ мышления, стратегический. Если они этим уже начинают заниматься действительно с раннего возраста, как мы и хотим, значит, их приобщить уже в детском саду, в начальных классах, то, я думаю, это уже метод такой наш, привлекать их, так сказать, да, до того, как они дойдут до других гаджетов и прочее, да, так сказать. Ну, и, естественно, в наше быстрое время это будет очень важно. Позвольте мне согласиться, мне кажется, если в детском возрасте привлекать к шахматам, то это все-таки спорт, ведь для одного из участников поражение, оно все равно неминуемо. Вот как дети к этому относятся? Абсолютно согласен. Как да, реагируют? Дело в том, что, ну, это же очень жизненная ситуация, да, так сказать, и особенно дети, как вы сказали, могут тяжело это переживать, но мы делаем это в виде задач. Да, так сказать, очень важно. Это не в контестном виде, да, так сказать, будут постоянно соревноваться и прочее. Это на самом-то деле решение особых математических задач, которые завуалированно даются в виде композиций шахматных. И на самом-то деле олимпиадная тема, которая, значит, шахматные композиции, это совершенно такой уникальный вид, инструмент развития. Мы это вот хотим развивать, да, так сказать. И я считаю, что если мы будем это представлять в виде школьной олимпиады, да, то результат будет абсолютно феноменальный. А есть ли новые имена, звезды или же самородки, самоучки? У нас Или дети всё-таки сейчас, вот да, обучаются? очень активно действительно занимаются этим. Вы даже удивитесь, да, так сказать, что у нас очень молодые есть, значит, чемпионы республики, да, так сказать, школьники, которые побеждают уже на взрослых наших чемпионате республики, например, и поэтому и их много довольно, и сейчас особенно наша команда, да, так сказать, показывает очень хорошие результаты на Дальнем Востоке. И я смею заверить вас, да, так сказать, что шахматы имеют будущее в Якутии. И я думаю, на Дальнем Востоке особенно. Василий Климович, большое вам спасибо. Я тоже искренне надеюсь, что шахматы в дальнейшем получат большое развитие и популяризацию среди наших школьников, а также среди взрослых. И большое спасибо, что в это утро вы с нами поделились такой информацией и такими новостями. Двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединились мои коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия! Форум промышленности и геологоразведка Якутии сквозь столетия пройдет в Якутске с 15 по 16 декабря. Оргкомитет обсудил подготовку к мероприятию. В центре внимания деловая программа, подготовка Якутска к приему гостей и участников. Участие подтвердили руководители добывающих и геологоразведочных компаний, российского бизнеса, федеральные ведомства, научные центры и университеты. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов, в том числе по выходу на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках деловой программы запланировано более 20 мероприятий. Также на полях форума пройдут бизнес-диалоги. Помимо деловой программы, для гостей оргкомитет утвердил логотип форума. Он объединяет главные ценности Якутии – алмазы и горы. В рамках федеральной программы содействия занятости граждане Якутска, которые прошли профессиональное обучение, получили дипломы об окончании. Они смогут найти новую работу, стать самозанятым, либо открыть собственное дело. Программа ориентирована на поддержку рынка труда и сохранение занятости российских граждан. Реализация проекта продолжается. Региональным оператором выступает Центр опережающей профессиональной подготовки республики. Первый на Дальнем Востоке индивидуальный банк грудного молока открыли на базе перинатального центра Республиканской клинической больницы. Специальная структура создана, чтобы обеспечивать недоношенных детей грудным молоком. Теперь мамы смогут сдавать грудное молоко на хранение и при необходимости давать потом его своим малышам. Кормить детей при необходимости будут врачи, если по каким-то причинам мамы не окажется рядом. Заморозить молоко можно будет сроком до 3 месяцев.
В Национальном центре медицины торжественно поздравили новоиспеченных мамочек, которые родили в День матери в России. В этот знаменательный день в перинатальном центре Национального центра медицины на свет появились 2 девочки и 4 мальчика. Мамам вручили сертификаты на 100 тысяч рублей, утвержденные главой республики, а также подарили серебряные погремушки и памятные подарки. Этот день их рождения также попал в столетний юбилей республики и в год матери, который объявил наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев. И в этом году, в этот знаменательный год, глава республики учредил целевой капитал «Дети столетия». Это не только материальная поддержка тем семьям, в которых детки родились в текущем году, это также знаменательное событие, которое войдет в историю их жизни. Детский сад «Кэскил» отмечает 60-летие. В далеком 1962 году в столице был открыт детский сад на 50 мест. А с 1971 года детское учреждение стало первой ласточкой в Якутске с национальным направлением. С тех пор уделяется большое внимание изучению родного языка, традиций и культуры. В детсаде также малышей с 5 лет обучают английскому языку, организован компьютерный кабинет и комната робототехники. «Кэскил» вот уже 8-й год входит в сеть образовательных учреждений ЮНЕСКО. Также успешно проводится гендерное воспитание. Сейчас в детский сад ходят около 400 малышей в 13 групп. Воспитание начинается с семьи. Поэтому мы большое внимание уделяем семейному воспитанию именно на родном языке. Чтобы у ребенка первый родной язык был свой якутский. После этого он с радостью, с легкостью может воспринять другие языки и другую культуру. Поэтому мы начинаем с родного языка. Ребенок дошкольного возраста – это ведущая деятельность у ребенка игра. Через игру мы ознакомливаем детей с культурой своего народа, с красотой своего языка. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Напоминаю, на календаре у нас вторник, 29 ноября. Доброе утро всем, кто начал свой день вместе с нами, а также тем, кто только присоединился. Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и вы всегда можете создавать эфир вместе с нами. Пишите по номеру 8 914 273 44 88, либо в наш телеграм-канал «Утро Якутии». Задавайте свои вопросы, узнавайте последние актуальные новости, ну и будьте с нами вместе всего нашего утра. Двигаемся далее. Наша новая рубрика «Устами младенца» помогает взрослым лучше узнать своих детей. И сегодня ученики одной из школ города Якутска расскажут о дружбе и о своих друзьях. Расскажи про своего лучшего друга. Моего друга зовут Амосова Ивана. Мы с ним каждый день играем в голю. У меня есть лучшая подруга, ее зовут Аина. Мы учимся с ней в одном классе. Она занимается гимнастикой художественной, как я. Я расскажу о своей подруге Ане, ей 7 лет. И мы уже дружим 3 года. Мою подругу зовут Амалия. Амалия, ей 8 лет. Мы любим гулять вместе, общаться. У меня есть подруга, ее зовут Лана. Ей 8 лет, и мне 8 лет. Мы учимся в одной школе, только в разными классах. Он несколько дней назад переехал в Санкт-Петербург. Она красивая, добрая, отзывчивая. Она занимается балетом, и она плетет из бисера. Я тоже. Аина честная, отзывчивая и добрая. И я ей звоню, и мы с ней играем разные игры. А мы с Амалией можем поддержать друг друга в трудную минуту, когда нам плохо. Иметь друга – это хорошо. Он может тебе помочь в всяких ситуациях опасных. Там вы можете с ним поиграть.
Друзья нужны, чтобы поддерживать в трудную минуту. Я хочу передать Амосу Ивану, чтобы он хоть что-то ответил на это. Я ему передаю привет. Скучаешь по Ну, может, наполовину может да, либо нет, не знаю. А что такое дружба? Дружба – это то, что у тебя останется навсегда. Дружба – это когда один человек дружит с одним. Дружба – это когда друзья могут поддержать в чем-то, могут в чем-то помочь. Дружба – это прекрасно, потому что у тебя есть человек, которому ты можешь рассказать свои секреты, можешь чем-то поделиться, он тебе может помочь. Ты типа знакомишься с человеком, и он тоже с тобой знакомится, и вы, можно сказать, с ним там играете, и так делается дружба. Не ругаетесь? Совсем иногда ругаемся, а так не ругаемся. Но потом сразу миритесь. Да. Так что я вам советую найти себе друзей, чтобы провести с ними вместе. У каждого человека должен быть друг. У человека, у которого много друзей, это он счастливый. Фразеологизмы в русском языке в нашей повседневной речи употребляются сплошь и рядом. Порой мы даже не замечаем, что произносим эти устойчивые выражения, насколько они привычны и удобны. Можно произнести целую тираду, что-нибудь вроде «Желаю тебе удачно сдать экзамен, пусть тебе попадутся понятные и нетрудные вопросы». А можно коротко обронить «Ни пуха тебе, ни пера», и всем все сразу станет понятно. Кстати, наша рубрика «Говорим правильно» всегда расскажет только самое интересное. Доброе утро, дорогие телезрители! Значение некоторых фразеологизмов русского языка мы просто-напросто запоминаем, потому что в их составе нет слов, которые бы отсылали, намекали на их значение. Например, когда мы собираемся охарактеризовать человека, который чему-то основательно научился, поднаторел, мы с вами говорим «собаку съел». И не зная происхождения этого фразеологизма, нам не очень понятно, при чем здесь собака и почему ее надо съесть, чтобы чему-то научиться. Кроме того, наверное, не все знают, что у этого выражения есть продолжение. Собаку съел, да хвостиком подавился. Кроме того, что надо знать происхождение фразеологизма, надо немножко знать и историю нашей страны. Например, для знания значения фразеологизма «мыши кота погребают» надо вспомнить события, относящиеся к эпохе Петра I. После смерти Петра I появилась лубочная картинка, на которой был изображен огромный черный мертвый кот, который был очень плотно привязан к дровням. И позади этого мертвого кота шла веселая процессия, весьма разношерстная – мыши и крысы. А подписи под этими картинками были примерно об одном и том же. О том, что эта процессия, она на самом деле лицемерная. То есть на самом деле мыши и крысы лишь фактически, но не по-настоящему скорбят о смерти своего обидчика – кота. Конечно, это событие произошло давным-давно, но значение фразеологизма сохранилось. Когда мы говорим о лицемерах, о ханжах, которые неискренне скорбят о потере близких, мы с вами можем сказать «мыши кота погребают». Давайте говорить правильно. Всего доброго!
Многие ученые подтверждают, что наш словарный запас обогащается, когда мы читаем книги. И одну из книг мы бы хотели вам порекомендовать. Книга называется «Пикник на обочине». Философская фантастическая повесть братьев Стругацких. Впервые была издана в 1972 году. Повесть лидирует среди прочих произведений авторов по количеству переводов на иностранные языки и издания за пределами бывшего Советского Союза. По состоянию на 2003 год Борис Стругацкий насчитал 55 изданий «Пикника» в 22 странах. А по мотивам повести режиссер Андрей Тарковский в 1979 году снял фильм «Сталкер». Братья Стругацкие выступили авторами сценария. Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим про книгу «Пикник на обочине». Автор Аркадий и Борис Стругацкие. Я говорю автор, потому что многие исследователи называют их одним человеком. Быков, например, говорит, что был Аркадий Стругацкий, был Борис Стругацкий, и каждый по отдельности неплохой писатель, потому что у них есть отдельные книги, но вместе они собрались, и появился один мозг. И вот мы видим книгу 1972 год, первое издание, и «Пикник на обочине» является одной из самых расхайпленных книг Стругацких. Что в сюжете этой книги? Почему она такая знаменитая и почему она легла в основу игры «Сталкер»? Почему вообще появилось слово «сталкер»? Это все благодаря Стругацким, которые в «Пикнике на обочине», не думая о том, что так сильно книга повлияет на индустрию, на Россию, на игры, они создали сюжет, в котором пришельцы основали несколько зон на планете Земля, и в этих зонах происходят необычные вещи. Почему книгу стоит читать? Не говоря уже о том, что здесь довольно остросюжетная динамика, яркий герой Ред Шухарт, который по-своему для Стругацких нетипичный герой, это, можно сказать, антигерой, преследующий свои интересы, в чем-то он довольно жесткий, в чем-то он не дружит с законом, но это как раз тот герой, который смогли Стругацкие его переродить, они смогли воспитать в себе учителей, концепт учителя у Стругацких очень сильный, и вот они смогли создать такого разбойника, бандита Реда Шухарта со своим кодексом чести. И именно поэтому эта книга живет, да, в ней есть мораль. Стругацкие просто говорят, что есть эгоизм, есть гуманизм, да, есть всеобщая любовь. И в этой книге, в которой, безусловно, невероятная динамика, любовь есть, перестрелки, все, что хотите, да, мутанты, в этой книге все это есть. Но главное, что Стругацкие — это писатели с большой буквы, не просто фантасты. И поэтому «Пикник на обочине» стоит читать. Если вы его читали лет 5 назад, перечитайте, вы увидите новое звучание. Я лично перечитываю «Пикник на обочине» примерно раз в 3 года. Доброе утро, друзья! Напоминаю, что на календаре у нас 29 ноября, вторник. Между прочим, ноябрь уже заканчивается, и совсем скоро всех нас ждет уникальный фестиваль, который мы все любим и каждым годом ждем. Зима начинается в Якутии. А с наступлением холодов первые стаи лебедей и кликунов начали прилетать на зимовку на озеро Светлое в Алтайском крае. На этих кадрах можно увидеть сотню птиц, скользящих по водной глади незамерзающего водоема. По оценкам специалистов, на озере поселяются более 2000 пернатых. Скорее всего, их будет больше. Почему? Потому что каждый год они возвращаются с потомством, которое выводят на севере нашей страны, то есть Анадырь, Салихард. Соответственно, возвращаются с пополнением. Уже закуплено 20 тонн овса. Именно этим злаком лучше всего кормить птиц. Количество необходимой еды различается в зависимости от температуры в регионе. Примерно до середины марта у туристов есть возможность покормить птиц и насладиться зимним видом на озере. После чего пернатые отправятся в дальнейшее путешествие на север России. Озеро Светлое расположено в Советском районе Алтайского края. Благодаря обилию теплых ключей водоем не замерзает зимой, что и делает его идеальным местом для зимовки лебедей и кликунов. Кроме того, озеро расположено на пути миграции пернатых, летящих вдоль русла Катуни. Помимо лебедей, в этих местах обитают более 120 видов гнездящихся и перелетных птиц.
Дружба народов считалась одним из самых главных идеологических принципов, на котором держался весь огромный и многонациональный Советский Союз социалистических республик. В Нерюнгринском гимназии номер 1 прошел фестиваль народов России, посвященный столетию Советского Союза. Кто только не побывал в этот день на сцене актового зала гимназии. Саха и грузины, белорусы и таджики, русские и армяне, представители многих других народов. Участники фестиваля, учащиеся с 1 по 10 классы, с особым настроением готовились представлять различные национальности. Я узнала то, что на нашей территории Якутии могли бы поместиться 5 Франций, 10 Италий, почти 13 Англии. У лезгинов очень красивые ковры, они делают их самостоятельно. Их узоры очень не похожи на другие. Я узнала, когда готовилась к этому фестивалю, что Якутия – это очень холодный регион, и тут бывает минус 60 градусов. Гимназии номер 1 города Нерюнгри решили возобновить традиционный фестиваль дружбы народов. В этом году он был посвящен столетию основания Советского Союза. Поэтому были представлены все 15 его бывших республик. Дети творчески подошли к организации этого мероприятия. Дети, родители, общины городские. Как всегда, это мероприятие прошло на высочайшем уровне. И национальная кухня народов России и СССР, и, конечно же, традиционные танцы, сказки. На фестиваль поддержать своих детей пришли немало родителей. 10-летний Сулейман для участия в мероприятии разучил танец своих предков. Мы готовились 2 недели упорных тренировок. Мне включали лезгинку по телевизору, я смотрел и движения запоминал. У меня сперва ничего не получалось, но потом от поддержки родителей я все смог. Родители, чье детство прошло во времена Советского Союза, с особым трепетом восприняли этот праздник. Когда я был маленький, у нас часто при Советском Союзе проводились такие праздники. Надо не забывать о таких праздниках и всегда их повторять. Такая атмосфера, как фестиваль дружбы народов, это очень даже приятно, приемлемо. Это дружба народов. Как говорится, надо узнавать каждый народ, каждую культуру и каждый его быт. На празднике дружбы народов были представлены национальные блюда разных народов, с любовью приготовленные родителями. Ведь кухня – это часть национального достоинства и неотъемлемая часть культуры. Мы узнали, что татарское национальное блюдо – это чак-чак. Самый сладкий и вкусный. Участники фестиваля также познакомились с культурой, традицией разных народов. На сцене они демонстрировали национальные игры и танцы. Сколько угодно можно говорить о патриотизме и гражданственности, но надо что-то делать, чтобы эти качества были воспитаны. И сегодня на сцене, глядя на детей, родителей в зале, я понимаю, что этот воспитательный момент состоялся. Причем, вы знаете, я не знаю, для кого больше, для детей или для родителей. Потому что сегодня, в наше достаточно сложное время, это касается всех. Я думаю, что фестиваль удался. Фестиваль не просто так назвали «Мы разные, но мы вместе», потому что особенности народов, их отличия и дают общую картину государства. А добрососедство разных народов дает толчок к развитию нашей страны и объединению ее национальностей. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Перевозку грузов через реку Лену возобновили в Якутии. И это несмотря на то, что из-за сильного мороза водоем сковало льдом. Работать паромной переправой позволяет мощный ледокол класса «Река-море» «Капитан Бабичев». Он идет первым, освобождая путь для буксира «Капитан Бурковский» с баржи. Для кого-то зима – это не самое лучшее время года, а некоторое время, когда приходится работать в усиленном режиме. Ведь якутский холод – это уникальное по своей природе природное явление. И вот как в минус 45, а в то и минус 50 ученые выходят проводить свои опыты. Так буквально недавно ученые из СВФУ автодорожного факультета испытали
с приходом первых холодов свою новую разработку. Это переносной газовый обогреватель на биогазе. По словам ученых, новое оборудование исключает образование угарного газа и поэтому абсолютно безопасно. И подойдет не только для обогрева специальной техники, но и для других переносных помещений в зимнее время. О новой уникальной разработке якутских ученых более подробно в следующем материале. Мы постоянно проводим разработки различных конструкций для обеспечения работоспособности транспортных средств в условиях низких температур с использованием различных стандартных конструкций, и мы дорабатываем. Да. Ранее нами была разработана специальная переносная конструкция, которая была предназначена для хранения и перевозки керамических плиток, которые используются для поддержания теплоты легковых автомобилей. И в этот раз мы доработали данную конструкцию и сделали в виде переносного газового обогревателя, которая предназначена для поддержания работоспособного состояния уже специальной техники, автотракторной техники, где техника работает в децентрализованных участках, например, в канибазах, где нету специального электричества, да, где сложно получить какой-то источник теплоты и так далее. Да. То есть здесь газовая горелка установлена, да, по конструктивным особенностям, которая работает на метане, которая может работать на пропан-бутане, но она универсальная. И мы его доработали, потому что проблема работы газовых горелок в закрытых контурах – это максимальное количество вырабатывания угарного газа, который негативно влияет на тех людей, которые находятся внутри. И поэтому особенностью данной конструкции является то, что у него имеется специальный корпус, который рассчитан на переносной в виде сани, вот форму можно посмотреть, и защитный закрытый корпус, который внутри находится сам источник теплоты, это газовая горелка, и сверху ложится специальная теплообменная вентиляционная плита, которая предназначена для нагрева помещения, плюс еще дымоход устанавливается с регулируемым клапаном, и за счет этого исключается накопление угарного газа внутри помещения. Газ мы включаем баллон, здесь газ поступает, и здесь мы через разъем поджигаем эту горелку, и горелка начинает работать. При работе за счет дымохода угарный газ здесь внутри данного помещения не накапливается, тем самым исключает образование угарного газа. Плюс еще, в основном оно нагревает вот это помещение, и для охотников можно уже, здесь данная конструкция позволяет приготовить пищу. Она многофункциональная, она абсолютно безопасная, закрытая, и поэтому можно использовать. А температура нагрева с данной панели, оно максимальная по нашим экспериментам достигала до 220 градусов Цельсия. А в целом помещении внутри сколько будет газ держаться и сколько будет от баллона работать именно вот это? Данная конструкция, за счет этой работы внутри этого помещения средняя температура поддерживается на плюс 5 градусов. При температуре окружающей среды минус 40. Эти эксперименты мы проводили, свежие данные. И время работы за счет работы такого баллона в течение 8 часов беспрерывной работы. Это маленький баллон, поэтому. А расчетных мы взяли 50-литровые баллоны. Оно уже работает на около 2 суток беспрерывной работы. Плюс еще вот это поступление газа можно регулировать. Поэтому данная конструкция, мы считаем, она достаточно в полевых условиях, она максимально универсальна и хорошо отработана.
Якутске начал свою работу Северный форум. Поговорим с нашим гостем о новых исследованиях, проводимых в физико-техническом институте имени Йоффе. В гостях у нас Сергей Викторович Иванов, директор физико-технического института Йоффе Российской академии наук, доктор физико-математических наук и член-корреспондент РАН. Доброе утро. Здравствуйте, Полина. Расскажите более подробно про этот Северный форум. Если я не ошибаюсь, проходит он уже в 4-й раз. Да, совершенно верно. Это 4-й форум. Правда, я присутствую на нем 1-й раз. Мы собирались еще приехать в прошлом году, но вот сейчас как-то все сложилось. Форум, вы знаете, он многоплановый. Он охватывает вопросы развития промышленности, жизнедеятельности человека в Якутии, вопросы сохранения так сказать, языков национальных меньшинств, так сказать, коренных малочисленных народов. Малочисленных народов. И, конечно, существенная часть форума посвящена вопросам энергетики, потому что энергия для Якутии – это очень важный аспект, который позволяет обеспечить все, и жизнедеятельность человека, и работу, и, так сказать, развитие каких-то новых технологий в Якутии, потому что независимо от того, где человек живет, он должен иметь возможность творить. Здорово. Ну, расскажите, вот северные технологии, как-то они работают, сетевые технологии в энергетике? Знаете, сейчас, конечно, сетевые технологии существуют, в основном они базируются на разработках и на, так сказать, подходах, которые были развиты там несколько десятков лет назад. Это дизельные электростанции, которые, конечно, они дают электроэнергию и обладают довольно неплохой эффективностью, но тем не менее могут нарушать экологию республики. Поэтому в последнее время существенно усилились вопросы, обсуждение вопросов и работы, связанные с возобновляемой энергетикой. Это энергия солнца, солнечные батареи, энергия ветра, это всевозможные ветряные, так сказать, генераторы. Поэтому, но, как мне кажется, в условиях Якутии, когда меняются климатические условия очень сильно, от больших отрицательных температур зимой до, в общем, жаркого лета, этот перепад большой, и, соответственно, техника, связанная с какими-то подвижными частями, так сказать, солнечные батареи, которые зависят от, так сказать, времени дня, да, получения энергии, и опять же зависят от смены полярного дня и полярной ночи, они не очень эффективны, хотя, конечно, в каких-то отдаленных территориях они могут существенно дополнить существующие дизельные генераторы и, во-первых, сэкономить топливо, что очень важно, поскольку, как нам рассказали, и мы знаем, топливо завозится Северным морским путем на многие территории, и это, в общем, дорогое удовольствие, и поэтому любая экономия топлива, она очень полезна с точки зрения вообще бюджета, так сказать, республики. Но сейчас с развитием, например, атомной энергетики, с развитием технологий появляются новые подходы, и эти новые подходы, они развиваются не только в нашей стране, там, скажем, в США, в Великобритании и в других развитых странах сейчас начинается тренд, появляется использование малых атомных электростанций. Это как раз таки новые подходы. Да, надо сказать, что в России он тоже уже активно начинает внедряться, в частности, по соглашению между Республикой Якутия и Росатомом, госкорпорацией Росатом, у нас здесь будет строиться атомная электростанция. Но, тем не менее, она достаточно большая. А то, что предлагают, например, ученые физтеха, это использование распределенной энергетики в виде малых ядерных электростанций, которые будут размещены либо вдоль Северного морского пути, около крупных поселений. И эти эффективные, экологически нейтральные, так сказать,
безопасные, потому что такие реакторы, конечно, должны работать в подкритическом режиме, безопасные электростанции с очень большим ресурсом работы и, в общем-то, ничем не ограничиваемой энергией, которую можно получить, не зависящей от климатических условий, от погодных. Вот это то важное, что хочется сюда привнести на эти территории, особенно удаленные территории, где существуют небольшие поселения. Вот. И физтеховские ученые предлагают эффективный способ выработки электроэнергии вот, с помощью тепла, создаваемого ядерными атомными электростанциями. Это прежде всего, нужно сказать вот о термоэмиссионных преобразователях. Это, так сказать, такие электронные устройства, которые преобразуют тепло значит, в электричество прямым образом, то есть непосредственно. И вот другая тепловая машина, тоже очень эффективная, это двигатели стирлинга. Это такие двигатели, к которым тепло подводится снаружи. У них есть еще особенность, что они не обязательно должны работать от ядерной энергии. А насколько это в наших северных условиях допустимо и возможно реализация данного проекта? Я думаю, что это в условиях Якутии это, наверное, не только допустимо и возможно, это нужно делать, потому что это позволит создать, ну, скажем так, неограниченные источники энергии для того, чтобы в каждой точке страны, в любом поселении люди могли, в общем, пользоваться комфортом, который сопоставим с крупными мегаполисами. Вот какая задача стоит. И те машины, вот тепловые, которые мы предлагаем, они вообще совершенно не зависят от перепада температуры. Они могут работать там, от минус 60 до плюс 50. И главное, работать эффективно. И могут создавать одновременно и тепло, и электричество. Вот, причем, скажем, вот двигатели с внешним подводом тепла, это интересная вещь. Им нужно просто подводить тепло откуда-то. Это может быть местное топливо, это могут быть угли, торф, попутный газ. То есть все, чем богата якутская земля, это можно использовать для выработки тепла, для сгорания. И вот от этого тепла работает двигатель. Таким образом, можно в существенной степени сократить зависимость от северного завоза, от, так сказать, необходимости получать откуда-то дизельное топливо, поскольку вот те машины, которые мы разрабатываем, они всеядны. Сергей Викторович, вы являетесь доктором физико-математических наук Института имени Йоффе, который в следующем году, кстати, будет отмечать свой 105-летний юбилей. Вот за этот век как менялись интересы ученых, что на сегодняшний день для них интересно, что они изучают, какими исследованиями занимаются? Спасибо за вопрос. Действительно, это один из крупнейших научно-исследовательских центров страны, хорошо известный в мире. Начал он свое существование прямо на заре советской власти. В 1918 году был подписан указ о создании института. И первым директором института был впоследствии академик Абрам Федорович Йоффе. В институте, в общем, с самого начала начались, вот с основания, начались исследования в области физики полупроводников, физики твердого тела, использование рентгеновских лучей для исследования прочности материалов, кристаллической структуры материалов. Надо сказать, что практически все такие основные направления в области физики, они были инициированы в физико-техническом институте. И полупроводники, и атомная энергетика. Надо сказать, что в институте были проведены первые базовые исследования атомного ядра, начиная с 30-х годов, уже к началу войны. И были воспитаны кадры, которые так сказать, послужили основой, костяком того коллектива, который осуществил атомный проект. То есть наш институт стоял у истоков атомного проекта, и интересно, там из 8 трижды героев социалистического труда
которые участвовали в атомном проекте. Это и академики Курчатов, Александров, Арцемович, Харитон, Зельдович, Щелкин. Вот 5 были, так или иначе, работали, или, так сказать, их карьера была связана с физико-техническим институтом. А какие исследования сейчас преобладают в институте? Прикладные или все-таки фундаментальные? Вы знаете, наш институт такой широкопрофильный. Мы занимаемся фундаментальными и прикладными. Какие-то исследования, вот скажем, исследования полупроводников, полупроводниковой электроники, фотоники, они сейчас выходят уже такую в активную практическую плоскость, поскольку как раз сейчас это то направление, которого, ну, скажем, развитие которого несколько замедлено в нашей стране в плане промышленного выпуска электронных и, так сказать, оптоэлектронных устройств, приборов, лазеров, фотоприемников различных. Поэтому вот исследования наших ученых мы сейчас активно переводим в прикладную плоскость и готовим к внедрению в промышленность. Какие-то вещи уже, так сказать, внедряются постепенно. Это вот полупроводниковая электроника. Спасибо большое. Ну, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, и мы были рады с вами встретиться и поговорить на действительно такую интересную тему. Я думаю, для многих из нас она вот действительно помогла нам взбодриться, особенно кто ничего не понимал. Будем рады видеть вас снова, а прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Власти республики рассчитывают в первом-втором кварталах следующего года получить заключение глав госэкспертизы России на проект строительства моста через реку Лену. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что проект находится в активной работе. Строительство моста включено в 5-летний план дорожной деятельности Российской Федерации с федеральным финансированием в 16 миллиардов рублей. Также одобрено предоставление инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта в 2024 году. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза до 6 миллионов тонн в год. Республика получит свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета по программе господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Об этом также сообщил глава региона Айсен Николаев. Средства направят на модернизацию материально-технической базы, закупку транспортных средств для кочевых школ, строительство торгово-логистических центров в арктических районах. Глава республики отметил, что особое внимание нужно уделить правовому регулированию вопросов устойчивого развития малочисленных народов, в частности, в земельном и лесном законодательстве. Мастер-класс по выпечке пиццы провели для семей многодетных мам и жен мобилизованных военнослужащих. Мероприятие приурочили к Всероссийскому дню матери. Площадку для реализации акции предоставил Якутский технологический техникум сервиса. Его студенты провели поэтапный мастер-класс изготовления итальянской пиццы «Маргариты». Они поделились секретами приготовления идеального дрожжевого теста и томатного соуса. В честь праздника Дня матери были раздумья, что же нам делать, и пришла в голову идея про мастер-класс для многодетных семей. Когда мы думали об месте проведения этого мероприятия, мы решили устроить это в техникуме моем, который я окончила в прошлом году. И когда мы сюда пришли об этом договориться, нас с радостью поддержали. Это, во-первых, сплочает матерей с их детьми и опыт, потому что мы знаем, как дома готовить, но тут вам повар квалифицированный дает урок. Это, мне кажется, очень круто. Свыше 80 студентов СУЗов и вузов, а также жители столицы республики приняли участие в первом диктанте Аланхо на 2 языках. Для чтения выбрали отрывок из Аланхо «Нюргун Ботур Стремительный» Платона Юнского. Результаты диктанта станут известны 28 ноября. Награждение состоится 5 декабря на закрытии декады Аланхо в Доме дружбы имени Кулаковского. Диктант Аланхо также прошел по всей республике. 3 лучших муниципальных образования с наибольшим количеством отличников будут награждены чаронами победителя и фондом книг. Для студентов Якутского технологического техникума сервиса в целях подготовки к конкурсу блюда северной и арктической кухни в современной подаче прошел мастер-класс по строганине. Всем тонкостям строгания обучил Константин Матананов, шеф-повар ресторана «Тыгындархан».
Он рассказал, из какой рыбы лучше всего получается деликатес, обучил, как правильно держать руку, чтобы получились стружки, а также поделился своим опытом по приготовлению данного блюда. Стоит отметить, что в данном конкурсе студенты технологического техникума сервиса участвуют ежегодно. Участвуют такие учебные заведения, как Сунтарский техникум, Намский техникум, Жатайский техникум и Якутский технологический техникум сервиса. Значит, конкурс будет проводиться в 2 смены. В задании у них 3 модуля: холодная закуска из рыбы, горячее блюдо из оленины и десерт. Но это уже идет у нас как бы пропаганда, да, здорового питания, национальных блюд нашей республики. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» пройдет традиционный заплыв членов Федерации зимнего плавания Саха-Маржи. Они искупаются в ледяной воде на реке Лени 1 декабря. В заплыве примут участие только самые подготовленные пловцы. На месте будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Также будут установлены теплые палатки. По прогнозу гидрометцентра, в этот день в Якутске ожидается минус 30 градусов. На этом у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Большое спасибо, Кристина. Собака стала талисманом Музея транспорта Москвы. Почти каждый день она приходит на работу, осматривает экспонаты и поддерживает позитивный настрой в коллективе. Но Люся не экскурсовод и не смотритель, она собака-талисман. С самого детства у Люси была непростая судьба. А чтобы оказаться в Москве, четвероногая преодолела долгий путь из теплой Греции. Но вообще у Люси очень интересная судьба. Это такая греческая женщина сложной судьбы, так мы ее называем. Она была найдена маленьким щеночком, моей подругой, в Греции во время путешествия и оказалась в Москве. Абсолютно бездомная, но очень породистая, дворовая. И вот на такой позитивной ноте, друзья, я с вами прощаюсь. Встретимся уже завтра на телеканалах Якутия-24 и МВК Саха. Хорошего вам дня!